В эфире программа «События недели» и я, журналист Белла Кварчия. Здравствуйте. Первый рабочий день после празднования Пасхи и 1 мая начался с тревожной вести о пожаре во второй Сухумской школе. Рано утром стало известно о возгорании кровли учебного заведения. К зданию школы сразу же были стянуты 14 пожарных расчетов и 130 человек личного состава МЧС Абхазии. Пожар тушили в течение 1,5 часов. Огнеборцам удалось устранить угрозу перехода огня на расположенные рядом жилые дома. К счастью, в результате никто не пострадал, но школе был нанесен ущерб, размеры которого подсчитываются. Около 7 утра на место пожара прибыл глава государства Рауль Хаджимба. Министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев Квициня доложил президенту об обстановке на месте происшествия и принимаемых мерах по ликвидации пожара. На место происшествия также прибыли министр образования и науки Адгур Какоба и глава администрации города Сухум Адгур Харазия. В тот же день президент Рауль Хаджимба провел совещание по ликвидации последствий пожара во второй Сухумской школе. Глава государства поставил вопрос об организации учебного процесса для учащихся второй Сухумской школы. Министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициня отметил, что локализовать пожар удалось в кратчайшее время, предотвратив его распространение на большую площадь. Наиболее вероятная причина возгорания, по словам министра, короткое замыкание в электросети. Президент поручил Генеральной прокуратуре провести детальную проверку по факту пожара. Рауль Хаджимба поручил Управлению капитального строительства в кратчайший срок осуществить восстановительные работы. В итоге было принято решение распределить всех учащихся второй школы по разным школам столицы. По заключениям специалистов МЧС, продолжение учебного процесса в школе невозможно, и потому мы сегодня приняли решение распределить учеников по 3 образовательным учреждениям. Старшие классы с 5 по 11 класс мы разместили в здании очно-заочной школы города Сухум, а начальные классы половина в школе Альфа и оставшиеся 8 классов начальной школы мы разместим в здании 3 школы. И учебный процесс уже полноценно будем продолжать. Президентом были даны поручения соответствующим структурам, чтобы немедленно начать восстановление крыши, чтобы сохранить оборудование. Было предложено накрыть сейчас временно материалом. И если понадобится, и отремонтировать пострадавшие классные помещения. На сегодняшний день уверенно могу сказать, что все восстановительные работы буквально в ближайшее время начнутся, и к следующему учебному году школа будет готова уже к нормальному функционированию. Все время, пока пожарные тушили огонь, вокруг школы было много людей. В основном учителя, родители детей и сами школьники, которые, не зная о пожаре, пришли утром на занятия. Все они были обеспокоены случившимся и выражали надежду на скорейшее возвращение в свои классы. Сразу после пожара наш корреспондент Алика Трапш побывала во второй средней школе. Несмотря на то, что крыша школы сгорела полностью, удалось сохранить классные помещения, а также большую часть имущества и всю школьную документацию. Однако говорить о причинах пожара и размере нанесенного школе ущерба пока рано. Сразу сюда вызвали на подмогу Гурлипский район, Ачимчина. На сегодняшний час, вот сейчас, огонь локализован, крыша сгорела, но основные помещения они сохранены. Задействовано 10 машин. Около 100 с лишним огнеборцев. Работа ведется. Говорит о причинах или же о ущербах пока рано. Основное здание школы от пожара не пострадало, однако находиться в нем опасно, так как в любой момент могут обвалиться потолки. Последствия пожара больше всего заметны на 3-м этаже школы. От высокой температуры здесь в некоторых местах потрескались потолки и стены. В коридорах и кабинетах обвалилась штукатурка. С потолков стекает вода и всюду запах гари. Вот сейчас мы вспоминали, 26 лет назад эта школа сгорела полностью во время войны. Ее восстановили в 2008 году, вот мы 11-й год в школе занимаемся. И через год у нас было бы 150-летие, но я надеюсь,
что мы восстановим все, что мы своими силами мы уберем, помоем. Была надежда, что мы все-таки закончим в этом году в своей школе. Вы знаете, я даже свои эмоции описать не могу. Настолько больно, что мы сегодня не будем заниматься со своими детьми в своей родной школе. Здание Сухумской средней школы номер 2 представляет собой старинное архитектурное сооружение, которое было возведено в 1870 году. С 1942 года школа носит имя Александра Сергеевича Пушкина. Во время Отечественной войны народа Абхазии здание школы сгорело. И только в 2008 году за счет средств российской финансовой помощи школа была отремонтирована. Наша школа – наш родной дом. И очень сердце болит. Мысли вообще разбежались. Мы все волнуемся очень и переживаем. В принципе, все равно у кого-то где-то разместят, но больно от того, что действительно это наша родная школа. Во второй Сухумской школе имени Александра Пушкина обучаются порядка 1300 человек. Дети очень расстроены из-за случившегося и не хотят, чтобы их классы расформировали. Мне очень неприятно то, что наша школа сгорела. Мы больше не сможем в ней заниматься, по крайней мере, месяца 2, это точно. Нас вообще хотели распределить по другим школам, кто туда, то сюда, и с друзьями расставаться очень не хотелось бы. Поэтому решили нас в вечернюю школу переместить. И с понедельника мы там будем учиться. Очень обидно, потому что мы учимся здесь с 1 класса. Это наша родная школа, там вся крыша горит. И еще экзамены, 2 недели до каникулов. Это просто ужасно. До настоящего времени неизвестен размер материального ущерба, который нанесен столичной школе во время пожара. Но уже сейчас возникает много вопросов. И самый главный из них – почему в школе не было противопожарной сигнализации? Ведь сработая она вовремя, и пожара можно было избежать. Аля Катрапш, Нала Кови, Степан Мартиросян, Томас Чиковани. Абхазское телевидение. 2 мая у главы государства состоялось совещание по вопросам выдачи общегражданских паспортов гражданина Республики Абхазия. Как сообщила пресс-секретарь президента Нала Авицба со ссылкой на министра внутренних дел Гарри Аршба, к настоящему моменту всего выдано 118 495 общегражданских паспортов, 7 919 готовы к выдаче, 3 119 находятся в производстве. Главам районных и городских администраций было поручено помочь паспортным отделам МВД в получении гражданами готовых паспортов, а также совместно с главами администрации сел обеспечить информационную работу жителями сельской местности, которые еще не сдали документы для получения общегражданских паспортов. Для обучения местных специалистов новым технологиям протезирования в течение этого месяца в Абхазию приедут специалисты из ФРГ. Об этом сообщил глава Минздрава Республики Томас Цахнакия во время встречи президента Рауля Хаджимба с представителями Ассоциации инвалидов Отечественной войны народа Абхазии. Встреча состоялась 3 мая. На совещании также шла речь о мерах по выявлению граждан, получающих пенсии инвалида войны на основании ложных документов и свидетельских показаний. Региональные организации инвалидов Отечественной войны перепроверят имеющиеся данные. Система подачи медицинских газов появится в республиканской больнице Абхазии. Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Абхазии, проект по установке системы подачи медицинских газов в республиканской больнице был начат еще в конце 2018 года, а завершится уже в течение ближайших недель. Оборудование немецких производителей соответствует самым высоким международным стандартам качества. Работы идут за счет средств республиканского бюджета. На них потрачено более 5 миллионов рублей. За счет так называемых потолочных консолей газ будет подаваться в несколько операционных, а также в отделение гемодиализа и палаты реанимации, где будут установлены газовые розетки. Уже в ближайшее время специалисты планируют закончить монтаж и запустить систему подачи газов в медучреждении. Вот это называется потолочная консоль фирмы Зильберман, которая предназначена для жизнеобеспечения пациентов, которых будут оперировать. На этой консоли у нас находится 2 вида газов. Это кислород и сжатый воздух. На консоли сразу видно давление газов. Кроме этого, электрические розетки с обоих сторон консоли. Пожалуйста, вот они. Для того, чтобы врачи могли включить то необходимое оборудование для работы с пациентами.
В начале весны в Москве проходила международная туристическая выставка «МИД. Путешествие и туризм», в которой Абхазия принимала участие уже в 3-й раз. И как результат – приезд в нашу страну представителей туристических компаний России. В рамках рекламного тура турагенты посетили уникальные природные объекты. Экскурсионная программа предусматривала посещение курортов Пицунды и Нового Афона, а также ознакомление с достопримечательностями столицы. Кроме того, гостям рассказали об обычаях и культуре абхазского народа. Конечно же, представители турагентств не оставило равнодушным красота природы нашего края и гостеприимство жителей республики. Очень большая, конечно, проводится работа, изменения большие. Вот сколько мы проехали и Гагры, и Афон, и Сухум, и вот конкретно Пицунду, просто до неузнаваемости. Конечно, первое место – это природа, которая здесь, ну, просто никого равнодушным, я разговаривал, не оставляет. Очень хорошая кухня, номера хорошие. И самое главное – это люди, которые, ну, могу сказать, что очень отзывчивые на любую просьбу, пожелание, всегда отзываются. В преддверии курортного сезона горячий аппарат для всех, кто занят в туристической сфере. К приезду гостей готовятся пансионаты и гостиницы, приводятся в порядок пляжные территории, изыскиваются все возможности для организации достойного отдыха людей, которые решили провести свой отпуск в Абхазии. Особенно важным в этой связи становится проблема качества услуг. Как сделать Абхазию еще более привлекательной для туристов, мы обсудили с заместителем министра по курортам и туризму республики Астамуром Барциц. Здравствуйте, Астамур Хицкурович. Добрый день. Хотелось бы поговорить с вами о качестве услуг, которые предоставляют здесь, в Абхазии, наши турфирмы, наши туроператоры. Вот что вы думаете об этом? Оцените, пожалуйста. Качество услуг касается не только туроператоров и турагентов, а также объектов, размещения объектов общественного питания. Что хотелось бы подметить, вот в городе Сухуми, в частности, объекты общественного питания, они работают круглый год, что, естественно, повышает качество предоставляемой услуги. Потому что когда человек целый год работает, в течение года он работает над этим, совершенствуется, приводит к нужным нормам, к мировым стандартам, он понимает, от чего требует к нему клиент и как к нему подходить. Что касается, в частности, целого рынка, сегодня мы понимаем, что мы живем в условиях рыночной экономики. И, естественно, рыночная экономика – это здоровая конкуренция. Если не будет предоставляться качественная услуга, то, естественно, и спрос на нее не будет на должном уровне. Какие условия нужны для того, чтобы наш предприниматель мог работать круглый год? Ведь если ему невыгодно, он никогда не будет этого делать. У нас все условия для этого есть. Почему мы можем сегодня привлекать туристов именно в Абхазию по сравнению с Сочи и с другими направлениями Российской Федерации, Юга России и также зарубежных? Это наша природа. Потому что у нас нету тех каменных джунглей, которые присутствуют там. У нас реально окружает природа, прекрасное море, воздух, горы. У нас шаговая доступность. От моря мы можем добираться в горы. И в частности того вопроса, который вы задавали, у нас колоссальная база. В советское время у нас было сильно развито санаторно-курортное направление. То есть человек мог приехать в Республику Абхазия не только отдохнуть, но и полечиться. Если в дальнейшем мы будем развивать это направление санаторно-курортного лечения, то, я думаю, это приведет к круглогодичной работе наших всех объектов. Также мы можем развивать в межсезонье детский туризм, когда дети в весенние, осенние, зимние каникулы будут приезжать к нам. Для этого с нашего ведомства ведутся переговоры с Российской Федерацией о аккредитации наших туроператоров, чтобы мы могли принимать российских детей здесь в межсезонье, то есть на их каникулы. Но когда я задавала вопрос, я в том числе подразумевала ту проблему, что, возможно, вот в межсезонье, не в туристический летний сезон, скажем так, приезжает мало людей. То есть предпринимателям, возможно, из-за количества туристов, ну, невыгодно этим Совершенно заниматься. верно, да. Вот как может, не знаю, Минтуризма повлиять на ситуацию вот в этом плане? Мы должны уходить от этого формата приема отдыхающих сезона от сезону. И еще раз, может, я повторюсь, но мы должны прийти к варианту круглогодичного приема туристов. И еще раз скажу, что вот помимо того, что турист помимо отдыха, пляжного отдыха, есть и активные виды отдыха, также которые в Абхазии сегодня развиты.
А что бы вы могли сказать о зимнем туризме, скажем так, здесь у нас? Я имею в виду горный туризм. Это же сейчас очень модно, и действительно люди, которые имеют средства, и именно хотят этим заниматься. То есть их мало, возможно, но зато они очень, так сказать, экономически выгодны для Абхазии. Да, вот, кстати, хотелось бы подметить к той теме направления санаторного курортного лечения. Помимо вот, что объекты принимают на размещение, то есть оказывают услугу размещения, это санаторно-курортное лечение, оно в 5 раз рентабельнее, больше приносит прибыли, чем просто разместить туриста, отправить его на пляж, либо отправить его на экскурсионное лечение. Что касается темы зимнего туризма, это считается одним из самых дорогих видов туризма вообще во всем мире. И для его поднятия и содержания нужны очень большие вложения, потому что в первую очередь мы всегда акцентируем свое внимание на безопасности предоставляемой туристической услуги, то есть продукта. Естественно, это должна быть у нас сильно развита спасательная служба, чтобы, если, не дай бог, с туристом в горах, тем более, если снег, что-то произойдет, мы могли ему экстренно оказать помощь. Для этого должны работать страховые компании, и в данном направлении мы должны продвигаться. У нас все взаимосвязано. Ну да, и вот в этом плане, конечно, возможно, помощь государства была бы очень кстати. Какую помощь она способна оказать, государство наше, и, возможно, может, в перспективе как-то поменяется ситуация. Естественно, ситуация поменяется, потому что мы, слава богу, ушли от плановой советской экономики. Сегодня у нас рыночная экономика, и мы должны подстраиваться под те условия, которые нам диктует рынок. Если сегодня будет тот спрос именно на горный туризм и зимний туризм в горах, то, естественно, и появится предложение. На сегодняшний день у нас на рынке присутствуют те компании, которые предоставляют услугу как SkyHill, то есть на вертолете поднимают людей и по определенным маршрутам, безопасным, потому что с ними находятся аттестованные инструктора, профессионалы, они спускаются по нашим горнолыжным хребтам вниз. По снежным. Тогда, если продолжать тему улучшения качества услуг, что делать Минтуризма для этого? Мы на сегодняшний день проделали очень большой объем касаемо работы в плане оказания экскурсионных услуг, потому что у нас в республике по большому счету оказывается 2 вида услуг. Это услуга размещения и экскурсионная услуга. Вы понимаете, когда турист приезжает, экскурсант приезжает в Республику Абхазия, может быть так, что помимо экскурсовода он не встретится ни с кем, никого не увидит. И то есть экскурсовод должен ему предоставить достоверную информацию, рассказать про нашу историю, про нашу современную историю, традиции, про наш быт, про наш этнос. И там возникают у них элементарные вопросы, вплоть до того, кто нашу символику, герб, все это. И экскурсовод, естественно, должен помимо узкой специализации быть всесторонне развитым. Для этого Министерство по курорту и туризму проводит аттестацию профессионально подготовленных экскурсоводов. Когда мы проводим аттестацию при Министерстве по курорту и туризму, то есть в нашем ведомстве, мы собираем экспертную комиссию. В состав экспертной комиссии входят научные деятели, общественные деятели, журналисты. Мы также приглашаем из организации профсоюза экскурсоводов, чтобы они непосредственно видели тех кадров, которых мы хотим аттестовать и допустить к маршрутам. В свою очередь, данные претенденты, кто хочет стать экскурсоводом, они проходят обучение в специальных центрах подготовительных. Такие центры есть при АГУ, при Сухумском колледже и также при Гагринском колледже Кихирипа. В этом году у нас будет 3-й этап аттестации, в этом году мы аттестуем. Мы, когда аттестовываем экскурсовода, он проходит у нас тестовый режим аттестации. Пройдя тестовый режим, мы уже допускаем его к собеседованию. И уже на собеседовании мы им говорим: ребята, представьте, что мы перед вами не аттестационная экспертная комиссия, а что мы экскурсанты. Вы нам проводите экскурсию и расскажите, пожалуйста, как вы встретите нас, что вы нам расскажете. У нас возникнут такие вопросы, как они отвечают, как они себя ведут. Мы задаем, естественно, вопросы в случае, не дай бог, каких-либо ЧП, как вы отреагируете, как себя поведете. Помимо этого, мы аттестовываем по категориям. То есть у нас есть экскурсоводы 1-й категории, 2-й категории и без категории. С тех пор, как появились вот эти курсы, как вам кажется, изменился экскурсовод? Да? Насколько стал квалифицированнее
гид здесь у нас в Абхазии? То есть насколько он повысил свой уровень, насколько он интересен людям, которые сюда приезжают? После того, как прошла аттестация, мы, естественно, на сайте Министерства по курорту и туризму сделали реестр экскурсоводов аттестованных, то есть первой, со второй категории, без категории, куда наши туроператоры, турагенты могут обратиться и напрямую нанять экскурсовода для проведения экскурсионных услуг, оказания экскурсионных услуг. Из-за этого наши экскурсоводы стали бороться за свой имидж, за свою репутацию, потому что они понимают, что если у них не будет достойного уровня предоставления экскурсионных услуг, то их не возьмут просто на работу и не останутся без работы. То есть в первую очередь они думают о своей репутации. И, естественно, в свою очередь они уже предоставляют более качественную услугу, потому что на сегодняшний день в Абхазию посещает около 1 миллиона туристов. Из них половина, грубо говоря, 500 тысяч – это экскурсанты однодневки. То есть Министерство по курорту и туризму делает большой акцент на предоставление качественной экскурсионной услуги. Ну, говоря о качестве туристических услуг, хотела бы спросить, как готовятся пляжные территории, как готовятся там, я не знаю, еще какие-то объекты, где будут туристы гулять, проводить свое время? Совершенно верно. В первую очередь мы делаем акцент на те места общего скопления, массового скопления туристов, где они собираются. Естественно, есть на это профильные министерства, ведомства, которые выполняют свою работу четко, выписывают предписания на устранение тех или иных нарушений, которые они выявляются. И когда мы уже подходим к сезону, мы видим реально, что предписания исполняются собственниками. Что касается пляжей, пляжи у нас не находятся в частной собственности, они муниципальные, относятся к главной администрации. Главы администрации понимают, что у нас туризм ассоциируется как пляжный отдых, делают большой вклад в это, убирают пляжи, подготавливают, приводят в порядок, ставят душевые. Как бы вы оценили эту работу вот на данный момент, как она сейчас На данный ведется? момент работа ведется активно, все готовятся к пляжному отдыху. Мы хотим, чтобы турист, когда пришел на пляж, он подольше провел время на пляже, и ему не хотелось уходить с пляжа. Какие еще самые актуальные проблемы вот в преддверии сезона решает Минтуризма? Все проблемы актуальны, и всех их мы решаем по очередности. Кстати, в плане рекламно-информационного освещения нашей республики ведется очень большая активная работа. Мы постоянно проводим рекламные туры, пресс-туры для освещения и популяризации нашей республики, как сказать, не на территории Российской Федерации, а в международном, в мировом пространстве, чтобы нас знали не только за пределами, грубо говоря, России и дальше, и больше. Как вы боретесь с мошенническими сайтами? Что касаемо работы с мошенническими сайтами, есть такое понятие предварительная ранняя бронь, бронирование отелей, которое происходит в зимний период, она начинается. В этом году наше ведомство, мы в прошлом году реально столкнулись с такой проблемой, когда это носило стихийный характер и очень много оказалось обманутых людей. В этом году мы пошли на опережение. Мы сделали на сайте Министерства по курорту и туризму, на нашем официальном сайте, то есть мы сказали, что данная информация является достоверной, потому что на министерском сайте объектов размещения информационных. И мы сделали телефон горячей линии, бесплатные звонки с Российской Федерации. У нас там же также есть раздел «Важно», если зайти, то можно посмотреть, что сайт Лдза.ком является на данный момент мошенническим. То есть мы полностью постарались проинформировать тех граждан, которые собираются приехать сюда, чтобы они не попались на эту удочку, на мошенническую удочку. Но прежде всего бдительность. Просто надо быть чуть бдительным, и мы тоже со своей стороны хотим им помочь. Просто нереально может быть такое, как тебе предлагают там за полмесяца или за 1,5 месяца заплатить 15-20 тысяч за весь отдых, проживание. Но стоит задуматься, что таких реально цен не бывает, как бы в первую очередь. Я понимаю, что скидки это привилегия, но таких привилегий ни один ательер не дает, даже в межсезонье. Я хотел сказать, что мы планируем, Министерство по курорту и туризму планирует провести, мы сейчас ведем переговоры с экспертами для того, чтобы повысить качество предоставляемой услуги в отелях. То есть мы хотим подготовить линейный и административный персонал к работе в отелях. Линейный это что? Это отделы нишевого звена. В отелях разделяется отель на 4 службы. Служба бронирования, служба ресепшн, служба хаускипинга и служба охраны. Помимо этого мы должны подготовить и директоров, и администраторов к управлению отелей тоже, потому что, чтобы они знали, какие задачи и цели ставить перед персоналом. Персонал, в свою очередь, должен выполнять. Когда мы пройдем этот этап подготовки персонала,
тогда мы можем говорить уже и о классификации объектов. Потому что эта тема сегодня в Абхазии назрела. Потому что сегодня, когда туроператор или турагент пытается реализовать наши объекты размещения, он рассказывает, грубо говоря, на пальцах, что у нас там в отеле вот это, ну, грубо говоря, это есть, то есть, то есть. А когда мы пройдем классификацию, и уже точно будем знать, что данный отель 4 звезды, 3 звезды или 5 звезд. Это звезды, это понятие принято американцами. В Европе используется понятие букв А, Б, С, Д. А в своей частности, показать свою аутентичность, мы должны свои знаки классификации придумать, над чем мы и работаем в данном направлении. Скажите, а эксперты как раз из сферы гостеприимства, индустрии гостеприимства, когда они приедут, когда вы этот проект будете начинать запускать? Мы на данный момент ведем переговоры, мы хотим найти ту площадку, которая нам позволит объединить всех тех желающих, которые сегодня готовы предоставить свой персонал для обучения, для подготовки, для повышения профессиональной квалификации сотрудников, работающих в сфере гостеприимства. Я думаю, в ближайшее время мы начнем реализовывать этот проект. Но что хочется сказать, чтобы люди не пугались о том, что если мы подготовим персонал, то, естественно, возрастет цена проживания в наших отелях. Соответственно, нет, есть разные темы и направления. Мы можем рекомендовать от лица министерства, что мы подготавливаем вам персонал бесплатно. В первую очередь мы бесплатно должны помочь нашим бизнесменам подготовить персонал бесплатно. Естественно, профессионально подготовленный персонал, когда уже будет бесплатно нами подготовлен, обучен приему отдыхающих и размещению их, то, естественно, это не должно повлечь удорожание цен в отелях и проживаниях. Пожалуйста, есть масса примеров, которые мы можем приложить. Зарабатывайте на дополнительных услугах, которые вы можете включить в проживание. Пожалуйста, дайвинг, парапланеризм, рафтинг, конные прогулки, спа-процедуры, поездки на наши минеральные источники. То есть для маневра есть всегда направление. Просто надо их грамотно использовать. Что думает и предполагает в Министерстве по курортам и туризму по поводу предстоящего сезона? Будет ли он активным, многолюдным? Да, сезон будет хороший. По данным, которые мы получаем, загрузка уже на 70-80% брони у нас есть. Данные мы получаем, естественно, чтобы люди понимали, от наших туроператоров, от наших ательеров, где бронируются, где продаются путевки. В этом году сезон будет хороший. Самое главное, хотелось бы попросить наших граждан, чтобы они проявили сознательность к тому, что мы должны понимать для себя, что главное для нас это турист, а не те деньги, которые он привезет. Я понимаю, может кто-то скажет, что это взаимосвязано, но это все-таки разная специфика. Просто когда мы все считаем себя гостеприимными, к нам гость приходит, мы его радушно встречаем, все ему готовы отдать, все готовы показать. А когда нам за это начинают предлагать деньги, как-то менталитет у нас начинает не так понимать и думать, а как мы с него деньги можем взять. И это все делается, для этого есть гостеприимство, для этого есть обучающие курсы. Сегодня Министерство по курорту и туризму готово работать в данном направлении и поддерживать своих туроператоров, ательеров, помогать им, слышать и строить с ними конструктивный диалог. На самом деле важно же еще такое гостеприимство такое бытовое, да, когда люди просто встречаются там в транспорте, на дороге. Сегодня из 3 видов границы, то есть воздушной, морской и сухопутной, у нас действует только один вид границы, это сухопутная граница. Естественно, когда турист ее пересекает, мы должны его встретить с улыбкой. Те граждане, которые там находятся, нашей республики, которые работают в сфере трансфера, в сфере приема и размещения, в сфере оказания сотовых услуг, они должны встретить его с улыбкой, показать, что мы рады встретить его сегодня. Главное, он приехал, он сделал из многого выбора предлагаемых услуг, он сделал выбор в нашу республику. Вы должны соответствовать его выбору, что бы он ни говорил, как бы он ни говорил бы, относиться в первую очередь к нему как к гостю, понимая, что он турист. Хотелось бы еще подметить, что мы должны воспитывать понятие туриста изначально в детях наших, со школьной скамьи, чтобы они понимали, кто такой турист, для чего он приезжает, что он сделает для республики, что можно сделать для него. Вот эту программу с Министерством образования мы тоже хотим реализовать и воплотить в реальность. Спасибо большое за интервью. Пожалуйста. Всего доброго.
И в продолжении темы. В субботу, 4 мая, Министерство по курортам и туризму Абхазии совместно с Министерством по налогам и сборам провело так называемое контрольно-ревизионное мероприятие по выявлению уровня квалификации экскурсоводов. О том, как проходила проверка и каковы ее итоги, в репортаже Гугуцы Вардания. С каждым годом поток туристов в нашу республику увеличивается, а профессия экскурсовода становится все более престижной. Для повышения конкурентоспособности абхазского туристского продукта сотрудники Министерства по курортам и туризму Абхазии совместно с работниками Министерства налоговой службы страны ежегодно проверяют экскурсоводов на наличие удостоверения и нагрудного знака, которые подтверждают квалификацию гида. С начала сезона наше ведомство совместно с Министерством по налогам и сборам проводит контрольно-ревизионные мероприятия на регулярной основе. Они проводятся с целью выявления недобросовестных работников в экскурсионной сфере, для того, чтобы повысить качество предоставляемых услуг теми же экскурсоводами и ввести определенный учет деятельности в экскурсионной сфере. Также для повышения квалификации представители Министерства по курортам и туризму Абхазии ежегодно проводят аттестации. Они являются обязательными для всех граждан Абхазии, которые претендуют на работу в республике в качестве экскурсовода, гида-переводчика или инструктора по туризму. По итогам аттестации экскурсоводу выдается свидетельство и нагрудный знак «бейдж», который ему дает право работать. Проверка экскурсоводов проходила в излюбленном туристами месте Новом Афоне, в частности в Новоафонской пещере. Нарушений выявлено не было. У всех экскурсоводов имелись при себе необходимые документы. Стоит отметить и то, что в майские праздники Новый Афон посетило большое количество туристов. Проверяем экскурсоводов на наличие бейджа и путевки, экскурсионной путевки. Если у экскурсовода нет бейджа или нету с собой путевки экскурсионной, мы составляем акт. Если будет более 3 актов на одно лицо или турфирму, мы отсылаем эти акты в УБЭП и МВД. Дальше они уже занимаются разбирательством. Для повышения качества экскурсионного обслуживания при Абхазском государственном университете был основан Центр по подготовке и повышению квалификации специалистов в сфере туризма и гостиничного дела. Обучение там проходит с 2016 года. К настоящему времени, по словам представителей Министерства по курортам и туризму, наша страна уже получила немало экскурсоводов с высоким уровнем подготовки. Гугуца Вардания, Алексей Баструков для событий недели. В субботу, 4 мая, стартовал 26-й международный турнир по вольной борьбе на приз мастера спорта международного класса, чемпиона СССР, чемпиона Европы Раша Хутаба. В турнире принимают участие спортсмены со всех районов Абхазии, а также спортсмены из Чечни, Адыгеи и Краснодарского края. Мероприятие посетил президент Абхазии Рауль Хаджимба. Подробности в репортаже Саида Джарсалия. Зал Республиканской детско-юношеской спортивной школы игр собрал большое количество любителей вольной борьбы. Приветствуя участников и гостей турнира, глава государства отметил, что уже стало традицией проводить соревнования, которые носят имя известнейшего не только в Абхазии, но и во всем мире спортсмена Раша Хутаба. Мы хотим, чтобы спорт вовлекал все большее количество нашей молодежи, чтобы наша молодежь не была предоставлена улице. И государством делается все для того, чтобы это имело бы место. Хотелось бы больше залов, больше возможностей, но я уверен, что у нас с вами все это будет. И пожелал бы всем нашим гостям, это известнейшие личности, это действительно настоящие герои, герои, которые своим примером демонстрируют, что нужно заниматься спортом и заниматься во имя своей страны, во имя своего народа. В качестве почетного гостя на турнире присутствовал трехкратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта России, депутат Госдумы, помощник главы Чеченской Республики Бувайсар Сайтиев, который впервые посетил нашу страну. Сайтиев отметил, что Абхазия имеет большое спортивное наследие в лице своих знаменитых чемпионов. На их примере должны расти и развиваться новые таланты и новые чемпионы. Я очень много знаю представителей великого абхазского народа, дружу с ними. У единоборств, именно у вольной борьбы Абхазии огромные традиции, в общем для нации, в общем для государства очень непростой момент становления, но вот тот фундамент, который борьба в лице
сегодняшнего юбиляра в лице Раша Хутабы и его тренеров школы борьбы. Это один из таких больших точек роста абхазского спорта. Спортсмены получили возможность сделать фотографию на память с именитым борцом вольного стиля. Главный судья турнира Виктор Козляков. В соревнованиях принимают участие юноши 2000-2003 годов рождения и молодежь до 23 лет. Всего в состязаниях на ковер выйдут около 80 борцов. За напряженными поединками спортсменов с волнением наблюдали тренеры и болельщики. Первый международный турнир по вольной борьбе на призы Раша Хутаба прошел спустя несколько месяцев после окончания Отечественной войны народа Абхазии. За прошедшие годы турнир стал международным и собирает лучших молодых борцов со всего постсоветского пространства. Я думаю, что будет все хорошо. Все будет хорошо. Спорт, она будет развиваться, не только вольная борьба. Мы, спортсмены, все виды спорта, мы всегда дружим и общаемся. То, что вижу я сейчас на ковре, действительно, ребята хорошие. Команда Чечня здесь, Адыгея, 2 команды там, Краснодарский край. Эти команды все-таки сегодня экзамены много экзаменов сдают. За это мало участников, а так будет все нормально. 26-й международный турнир по вольной борьбе на призы мастера спорта международного класса, чемпиона СССР, чемпиона Европы Раша Хутаба завершится 5 мая. Саид Жарсаля, Тамас Чиковани, Руслан Орлов, Абхазское телевидение. Распоряжением президента Рауля Хаджимба создана Государственная комиссия в связи с 60-летием со дня рождения первого министра обороны, экс-начальника Генерального штаба Вооруженных сил Республики Абхазия, генерал-лейтенанта, кавалера ордена Леона, героя Абхазии Владимира Аршба. Возглавил комиссию премьер-министр Республики Абхазия Валерий Бганба. 4 мая в Минобороны Республики подвели итоги подготовки Вооруженных сил Абхазии за зимний период 2019 года и определили задачи на подготовительный период обучения. В расширенном заседании, проходившем под председательством министра обороны, генерала армии Мираба Кешмария, приняли участие его заместители, начальники управлений, отделов и служб оборонного ведомства, командиры воинских частей и отдельных подразделений, а также представители военного суда и военной прокуратуры. С основным докладом выступил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Абхазии генерал-майор Василий Лунев. Он доложил о выполнении в зимнем периоде 2019 года запланированных мероприятий боевой подготовки. После подведения итогов начальник Генерального штаба поставил задачи на подготовительный период обучения. Министр обороны обратил внимание присутствующих на состояние воинской дисциплины в воинских частях и подразделениях. Он также отметил высокий уровень, на котором прошли совместные учения с подразделениями Министерства обороны Российской Федерации. 9 мая исполнится 74 года со дня окончания самой кровопролитной в истории человечества войны. По традиции, в этот день в честь бессмертного подвига участников войны во многих странах проходят парады. С 4 апреля военнослужащие Министерства обороны Абхазии приступили к подготовке торжественного прохождения. Стройным шагом молодые солдаты прошли мимо памятника неизвестному солдату. 74 года назад их деды и прадеды, воины-победители, шли таким же шагом по главной площади Советского Союза. Сопровождать пешие колонны военнослужащих будет сводный оркестр, состоящий из духового оркестра Министерства обороны и оркестра 7-й российской военной базы. День Победы в Великой Отечественной войне стал для всего мира символом смелости духа, мужества и героизма советского народа. И хотя ветеранов войны с каждым годом становится все меньше, все мероприятия, которые проводятся в этот день, в их честь. У нас пешие колонны парадного расчета составляет 11. Количество личного состава задействовано на эти мероприятия около 400 человек личного состава. Части подразделения Министерства обороны Республики Абхазия, которые выделяются, 2 пешие колонны 7-й российской военной базы и 1 пешая колонна погрануправления ФСБ России в Абхазии. 7 числа у нас генеральная репетиция в 10 часов утра. И готовы к тому, чтобы 9 мая личный состав торжественно прошел. На этом наша программа подошла к концу. Я желаю вам всего доброго и до встречи в эфире.